Двухэтажное здание общей площадью более 1000 квадратных метров сегодня главная гордость Кослана. Свой дом культуры здесь ждали больше 25 лет. Старый сгнил, и местным деятелям искусств пришлось переехать в приспособленное здание, а музыкальная школа и вовсе ютилась в бывшем школьном интернате. Мы неоднократно выходили с инициативой о строительстве нового дома культуры. Это продолжалось почти 25 лет. И вот мы попали в программу развития сельских территорий и туда вошли. Мебель уже стоит, а вот музыкальные инструменты пока в упаковках на складе, ждут своего часа. Здание для начала должно хорошенько прогреться, иначе новенькие баяны и фортепиано просто не зазвучат. 80 воспитанников местной музыкальной школы уже в середине января будут заниматься здесь. Расписание готово, кабинеты распределили, местные творческие коллективы тоже обживают новые помещения. У нас есть два больших хороших кабинета. Это репетиционный кабинет для специалистов. И еще один кабинет, это будет как кабинет директора. Но здесь еще и фойе, и здесь еще очень большая сцена. Вот. И хореографических два зала, которые на втором этаже, мы тоже там можем заниматься. Новоселье немного затянулось. Сдать объект должны были в ноябре. Но главное, успели к Новому году, говорят местные деятели искусств. Ведь Удара была единственным муниципалитетом, где в райцентре не было своего дома культуры. Помещения, которые здесь есть, как раз-таки это 1100 квадратных метров, как раз и позволят комфортно располагаться всем коллективам, комфортно заниматься. И здесь не будет никому тесно, и все будут довольны и заниматься так, как им хочется. Стоимость проекта почти 90 миллионов рублей. Это средства федерального и республиканского бюджетов. Стройку многофункционального социокультурного центра в Кослане контролировали сразу несколько министерств. Объект на самом деле многострадальный. Удорцы мечтали 20 лет получить такой дворец. И вот мы буквально за короткое время, за меньше чем год, фактически мы отработали, построили в условиях севера. Когда начинали работать, никто не верил. У всех руки опускались, думали, все, мы не сможем. Деньги уйдут обратно в Минсельхоз России, пойдут штрафные санкции, и нас исключат из вообще программы. К счастью, вот мы смогли, мы постарались. У нас получился вот объект, и я очень рад, от души рад. Даже сам вначале не верил, что сможем мы в декабре месяце какие-то объемы сделать. К премьерному концерту на новой сцене местные коллективы готовились долго. Это первое новогоднее представление начнет отсчет современной истории развития культуры в Ударском районе, уверены сельчане. Светлана Некрасова, Антон Булаев, Василий Янин, телеканал Юрган, Ударский район.